Года подготовки и спортивных объектов, подготовки организации проведения спортивных мероприятий, подготовки спортивных команд, подготовки спортсменов и волонтеров. Все готовились, и мы проходили много соревнований различного уровня, от чемпионатов России и выше до чемпионатов мира 2 года назад по парашютному спорту. Каждому такому соревнованию мы повышали свой уровень. И, конечно же, наш этот спортивный объект, Ледовый дворец Кузбасс, который по итогам прошлого года был признан лучшей спортивной ареной Российской Федерации, все это вклад в подготовку к детям, к зимним играм «Дети Азии». Ну и инвестиции, конечно, более 3,5 миллиардов рублей в инфраструктуру, спортивную инфраструктуру Кузбасса, которая сейчас опробирована и останется навсегда для спортсменов и болельщиков Кузбасса. Олег Васильевич, вам тоже вопрос. В условиях вот этих международных санкций, насколько важно именно провести турнир вот сейчас в России? Прежде всего, я хочу выразить признательность правительству Кузбасса, Сергею Евгеньевичу, всей команде за создание атмосферы праздника. Не только атмосфера, но за реальный праздник, который подарили детям. И на самом деле санкции для нас это еще одна возможность посмотреть на наши ресурсы, еще раз понять, что мы самодостаточная, мощная страна. У нас громадный человеческий потенциал, у нас регионы, которые любят друг друга, любят свое будущее, уважают свое прошлое. И пусть нам завидуют. Такая церемония открытия, которую мы сейчас увидели, я думаю, могут позавидовать организаторы Олимпийских игр. Но главное, что это ради наших детей, ради наших людей, потому что главная задача сделать максимально возможное, чтобы спорт стал нормой жизни, чтобы людям было комфортно заниматься спортом, чтобы они приходили заниматься спортом всей семьей. И вот, наверное, это одна из задач, или, может быть, главная задача такого праздника, как «Дети Азии». Дети улыбаются, родители счастливы, впереди нас ждут рекорды, положительные эмоции, мы гордимся своей страной. А санкции – это временно. Мы не были Кузбассом, если чего-нибудь не придумали. Поэтому в эти зимние игры, они отличаются от всех игр «Дети Азии», потому что проводятся сразу в 4 регионах одновременно. Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол и город Кемерово. Это, конечно, сложнее организовать сразу в 4 территориях, намного сложнее, но это намного интереснее. Это дает возможность раскрыть весь потенциал нашего горячо любимого Кузбасса. Ну и, конечно, мы будем бороться за проведение летних игр «Дети Азии» у нас в Кузбассе. И одновременно не надо забывать никогда наших детей с ограниченными возможностями. Поэтому только закроем зимние игры, как тут же подадим заявку на участие в конкурсе проведения у нас в Кузбассе летних игр «Дети Азии». А это какой год планируется? А это уже где руководитель комитета? У нас есть целый комитет «Детей Азии» и руководитель Владимир Владимирович. Надо было его сюда... Он уже там работает. Давайте, когда будем закрывать, мы зададим ему этот вопрос, хорошо? А мы уже заявку пишем. Почему нет исконно кузбасского вида спорта хоккей с мячом? Это отсутствие конкуренции или как? Клюшка была, Да. хоккей с мячом там был шоу. Я считаю, что все виды спорта должны быть представлены, но, к сожалению, пока этот вид спорта чисто русский, хоккей с мячом, он пока слабо развит. Но благодаря нашим спортсменам, благодаря спортивным этим объектам, которые у нас, и нашей школе, мы будем приглашать в нашу школу хоккея с мячом и детей из всех стран, которые дружественны к нам, и будем растить там команды и спортсменов. И я уверен, что наступят зимние игры «Дети Азии», на котором каждая команда выставит своих хоккеистов с мячом, правильно? Не только с шайбой, но и с мячом. Будем растить